Добрый вечер, друзья! Итак, самые значимые моменты в спорте за последние 24 часа. Команда Мачхо из Базоркина решила попробовать себя на Нальчиковской футбольной лиге 6-6 и в первом же матче добилась успеха. Базоркинцы одержали волевую победу над Аргуданом 2-1. Мачхо отыгрался после красивейшего удара Идриса Алиева. Есть ударная позиция и мяч в сетке. Какой красивый гол забивает Мочхо. А под занавес встречи Магомед Гайсанов точным выстрелом принес своей команде победу. Гол, который оказался бы победным, и все же есть этот гол, есть! В чемпионате участвует 8 команд, которые проходят по круговой системе. Адам Мархиев вызван в молодежную сборную Финляндии. Тренерский штаб объявил состав команды на матче отборочного цикла молодежного чемпионата Европы 2025 года. Всего в список вошли 23 футболиста, в том числе ингушский полузащитник Адам Мархиев, который выступает за латвийскую рижскую футбольную школу и является системообразующим игроком команды. Хавбек ранее выступал за сборную Финляндии Ю-16 и Ю-17, а с июня 2021 года его вызвали в молодежную сборную страны, за которую Адам провел 18 матчей. Лучшим игроком 17-го тура чемпионата Ингушетии по футболу среди ветеранов 35+, стал полузащитник Вайнаха Муса Бештоев. Шикарный матч провел один из старожилов и лидеров Вайнаха против Боруссии 7-5. Муса доминировал на поле и был в центре внимания на протяжении всей игры. По итогам встречи ингушский Месси, как называют его болельщики, принял участие во всех 7 голах насаркорцев. 4 мяча он забил сам, а в 3 голах выступил ассистентом. По итогам тура у Мусы равенство по голевым действиям, 8 забитых мячей и столько голевых передач. Игрок успешен как распасовщик и завершитель. Единственный футболист с такой статистикой. Поздравляем Мусу с успешной игрой и заслуженной наградой. В Кубке России полузащитник Акрона Салтмурат Бакаев реализовал свой удар после матчевой серии пенальти в матче с «Зенитом». Игра с питерцами на групповом этапе Кубка накануне завершилась со счетом 1-1 в основное время, а победители определяли в серии 11-метровых ударов. Салтмурат вышел на поле после перерыва, заменив Максима Данилина. Вингер заметно усилил игру тольяттинцев, и именно после его прострела с фланга Дмитрий Пестряков заработал пенальти, с которого Акрон сравнял счет. Также в отчетной игре Салтмурат получил желтую карточку на 73-й минуте. В серии пенальти полузащитник пробил вторым, попав точно в левый нижний угол. Акрон выиграл серию ударов 5-4 и теперь с 5 очками идет третьим в своей группе. В следующем матче 31 августа тольяттинцы сыграют в выезде против Ахмата в 7-м туре РПЛ. Это были все спортивные новости на сегодня. Спасибо за внимание.